Чеченцы и ингуши в 60-х годах XIX века испытывали жестокий земельный голод. Крайне тяжелое экономическое положение, унижение, допускаемые местной администрацией, привело к ряду вооруженных восстаний, самых серьезных после пленения Шамиля. Следующим крупнейшим восстанием в Чечне было восстание 1877 года под руководством Алибека Хаджи Алдамова из аула Семсир Зандакского общества Веденского округа, ныне Нажаюртовский район. Главными сподвижниками Алибека Хаджи в начале восстания были Султан Мурат из аула Биной, Дада Залмаев из аула Чебахкинарой и Губахан из аула Гули. Восстание в первые же дни охватило 47 селений Горной Чечни с населением до 20 тысяч человек. 13 апреля крестьянин из аула Семсир, 26-летний Алибек Хаджи, собрал в лесных трущобах близ аула Сайсан около 60 человек из разных селений. Собравшиеся решили разорвать всякие сношения с существующей властью и объявить себя независимыми. На следующий день начались волнения в горной части Чечни. Восстание одновременно вспыхнуло в Сайсане, Зандаке, Чеберлое и других аулах Ичкерии. Алибек происходил из довольно обширного рода Алдамовых, живших в Верхней Ичкерии. В семье Алдамова было 5 братьев от 18 до 50 лет. Все они стали активными участниками восстания. Некоторые побывали в Мекке. Алибек был человеком мужественный и, как руководитель восстания, необычайно храбрый и крайне решительный. Это же неоднократно отмечали в своих донесениях царские офицеры. Они считали его опасным противником. Главными помощниками Алибека были его брат Алихан, Дата Залмаев из Чеберлоя, Султан Мурат из Биноя, Сулейман из Сентароя, Губахан из Гули, Умадуев из Умсоя и ряд других. Все они, за исключением Умайдуева, были молоды, от 23 до 25 лет. Алибек Хаджи с 3000-ным отрядом направился в Гирзель-аул. Он стремился поскорее спуститься в наиболее многолюдные аулы – Шали и Автуры и поднять их на восстание. Первая встреча с царскими войсками произошла 22 апреля у селения Майртуб. Разразился жестокий бой. Царское командование выставило 2 отряда под начальством полковника Милова и Нурида. В бою под Майртубом царские войска были разбиты и отступили к аулам Гербенчук и Курчалой. Только огонь артиллерии спас войска от полного разгрома. 26 апреля полковник Нурид срочно телеграфирует в Грозный. Нет никакого сомнения, что вся Чечня за мятежников и ждут только их появления, чтобы открыто действовать против нас. Первый крупный успех был толчком к дальнейшему росту восстания в Горной Чечне. К восставшим присоединились качкалыковские аулы из Верхнего Аргуна. Восставшие горцы направились к Шали, самому большому и богатому селению Большой Чечни, расположенному на пути Грозный-Ведено. Однако против него уже выступили местные богачи, и царские войска усиленным местным ополчением нанесли поражение Алибеку. Победа царских войск под Шали явилась переломом в настроении чеченских верхов. После первых поражений Алибек Хаджи отступил в самые глухие места Ичкерии, в Семирские леса. Наступило временное затишье. Чечня торжествует свое спасение, телеграфировал центр начальник области Свистунов. С середины мая наступил второй период восстания. Против восставших чеченцев направляются крупные силы – 84 роты, 9,5 казачьих сотен и 32 орудия. Против неудачных действий против повстанцев царское правительство изменяет свой тактический план и ставит новую задачу – обезглавить движение, захватить предводителей и особенно Алибека Хаджи. С этой целью объясняется набор добровольцев в отряды милиции из местного населения. За поимку главных руководителей было обещано по несколько тысяч, за остальных руководителей по несколько сот, за рядового, живого или убитого участника восстания по 25 рублей. Тому, кто доставит имама живым, вознаграждение увеличивалось. Но, как видно из рапорта командующего войсками от 6 июня, охотников нашлось немного. Изловить Алибека не представлялось возможным. В июле-августе движение горцев достигло кульминационной точки. К 13 июля к восставшим присоединились крестьяне басовских аулов Махкиты, Хатуни и Тайзан, которые до этого считались мирными и наиболее благонадежными. Басовцы перестали подчиняться царским чиновникам. Когда князь Авилов, посланный для усмирения этих аулов, взял 135 заложников и повел их в Ведено, отряды Алибека напали на царский конвой, полностью перебили его и освободили заложников. Этот случай еще больше поднял престиж имама. Восстание охватило весь Аргунский округ, где руководителем стал Ума Хаджи Дуев, старшина аула Зумсой, пользовавшийся большим влиянием в Чечне и Дагестане. Во время нахождения Алибека в селении Зандак по направлению к Песочной вершине двинулось большое русское войско, а с ним дагестанская милиция. Началось сражение. Чеченцы, учитывая, что Песочная вершина является важной в стратегическом отношении позицией, упорно защищали ее. Небо заволокло пороховым дымом. Сражение было
было масштабное и очень ожесточенное. Наиб Песочной вершины и его бойцы дрались очень отчаянно и самоотверженно. Был убит Наиб Ахмед, сын Гаита. Русские, оставив на месте боя много убитых и раненых, отступили к своим позициям. Узнав об этом сражении, Алибек Хаджи со своими людьми поспешил на подмогу. После приезда Алибека царские войска и дагестанская милиция под водительством Данагол Магомы направились к селению Эрсеной и расположились на высокой горе около этого селения. Заняв позицию от Центароя до Эрсеноя, русские открыли бой. Чеченцы, учитывая численное превосходство русских, не могли им воспрепятствовать расположиться на кургане. После ожесточенного сражения, которое не выявило превосходства ни одной из сторон, Алибек Хаджи вместе со своим отрядом освободил Песочную вершину и выехал в аул Симсар перед закатом. Постепенно сторонники движения Алибека стали от него отставать, и в конце концов он остался с небольшой горсткой приверженцев, с которыми расположился на кургане сожженный город неподалеку от аула Эрсеной, а через некоторое время покинул курган и укрылся в Семсирском лесу. Царское войско после ухода Алибека Хаджи с кургана направилось в селение Биной. Население этого аула было насильно выселено властями и распределено по другим селениям. Из Биноя солдаты направились в Зантак, жителями которого поступили так же. Солдаты начали безнаказанно мародерничать. Они изощрялись в жестокости. Травили посевы, резали скот без нужды и пользы. Пытавшихся скрыться жителей расстреливали. В это время из Хасавюрта выступил другой крупный отряд царских войск. Целью этого выступления было пленение Алибека Хаджи. Вскоре генерал Свистунов со своим войском окружил Семсирский лес. Дом, в котором совершал намаз Алибек Хаджи, был неожиданно отцеплен царскими солдатами. Хладнокровно окончив намаз, Алибек Хаджи с обнаженной шашкой выскочил из комнаты. От его неожиданного появления солдаты растерялись. Ловко зарубив нескольких из них, Алибек Хаджи скрылся. За ним пустились в погоню. Соединившись с основным отрядом, Алибек Хаджи дает крупный бой царским войскам в Семсирском лесу. Царские войска, понеся большие потери, вынуждены были отступить. При отступлении они сжигают села Зантак и Биной. Неспособное справиться с Алибеком Хаджи царское командование начинает настоящий террор по отношению к мирным жителям горных чеченских сел. К имаму направляются целые делегации с просьбой сдаться властям, убеждая его, что самым лучшим выходом из создавшегося положения будет явка с повинной к русскому начальству. Они уверяли его, что он будет прощен. Учитывая жестокие репрессии, которые применялись из-за него к чеченцам, свое трудное положение и поверив в то, что ему будет дарована свобода, Алибек Хаджи вместе со своими сподвижниками сдается какому-то администратору Ведено. Надежда его не оправдалась. Веденский администратор приказал заковать Алибека Хаджи в кандалы и под усиленным конвоем отправил в Грозненскую тюрьму. Вскоре туда были доставлены 12 его наибов и много повстанцев, а также те, которых начальство заподозрило в сочувствии Алибеку Хаджи. Тем временем старший над всеми наибами султан Мурат, не явившийся с повинной, продолжал находиться в горах. После скоротечной болезни он умер и был погребен на Биноевском кладбище с большими почестями. Алибек Хаджи и его сподвижники с сессии военного суда в Грозном были приговорены к смертной казни через повешение. Когда приговор огласили Алибеку Хаджи, он без бравирования, но с большим достоинством ответил: «Благодаря моим уверениям о необходимости поднять восстание, меня всегда сопровождало 60 человек. Своей добровольной явкой я хотел избавить их от ответственности и приостановить повстанческое движение и вместе с тем гибель народа. Пусть теперь знают все, как русский царь расправляется с теми, кто является к нему с повинной». Осужденным предлагали подать ходатайство на имя царя, но они все без исключения отказались. «Царь обещал, — сказал Алибек, — не судить меня и моих товарищей, не обижать бедный народ, но он обманул нас. Пусть весь мир знает, как коварен русский царь». Во время казни Алибека Хаджи поставили на табуретку и надели на шею веревку. Долго никто не решался выбить из-под ног у него табуретку. Всем было жаль молодого красивого имама. Наконец один согласился за деньги. Когда он нагнулся к табуретке, Алибек Хаджи ударил его в лицо ногой и сам оттолкнул табуретку. Это подтверждается документом. Один из очевидцев казни позже писал в своих воспоминаниях: «Меня поразило спокойствие, с которым эти люди умирали. Все казненные были зарыты на месте казни в общей яме в городе Грозном. Чеченский народ бережно хранит в памяти и передает молодому поколению рассказы об эпизодах, связанных с этими мужественными людьми». Алибек Хаджи по праву стоит на самых верхних ступенях истории боевой славы и борьбы народов Северного Кавказа за независимость. Он с честью прошел свой путь воина и народного лидера и завершил его достойно.